Выучи за минуту. Это шоу, где участники за 60 секунд должны выучить 4 строчки стихотворения. Поехали! Давид Туганов, 36 лет. Занимаюсь консалтингом и образованием, человекоцентричный дизайн. Меня зовут Асет, я предприниматель. В студенчестве учился на связиста. Сейчас на данный момент занимаюсь проведением волоконно-оптического кабеля в сельские населенные пункты. Это у нас большой госпроект. Занимаемся на благо Казахстана, улучшаем жизнь казахстанцев на селе. А мне 30 лет. Меня зовут Ердос, 28 лет, программист. Меня зовут Арслан, мне 21 год, работаю официантом. Всем здравствуйте. Меня зовут Айдана, мне 23 года, и я стоматолог. Занимаюсь вашей улыбкой. Школу закончил в 2001. Я родился в Атбасаре и до 8 класса, получается, жил и учился там. Уже прилично прошло, уже сколько, 13 лет уже прошло, получается. Да. Я учился в городе Астана, гуманитарно-экономический лицей номер 9. Затем переехали в город Лисаковск, замечательный, чистый такой город был, как называли его, островок коммунизма. Так, я училась в средней школе номер 7 города Атбасар. И закончил школу там с 9, 10 по 11 общую школу и музыкалку. Учился в нескольких школах, туда-сюда переводили, но закончил СЭЛ, современный экономический лицей. Школа номер 25. По своей, наверное, школе я учился в кадетском классе с 5 по 9, 10, 11 заканчивал простой обычной школе в классе. Любимый самый предмет — это была математика, алгебра. Потому что у меня более математический склад ума. Русский язык, казахский, литература чуть-чуть не поддавались мне. Я бы не сказал бы прям любимые, но были для меня легкие. Это вот алгебра, математика, математика, алгебра, там, геометрия, физика. Наверное, один — это история Казахстана и история мира. Так, это математический кружок? У меня стабильно в год 1 тройка, выходила годовая и все. С 1 по 8 класс мне нравилась, наверное, физика. А с 9 по 11 класс, наверное, мне нравилось, как ни странно, ВВП, НВП. Очень много времени надо было, чтобы выучить стих, что-то сделать, выучить, прочитать. Нет, стишок это вот я прям, это прям вообще детский стих, я помню. Там. Аю отыр партада, екі қолы қалтада, А деді, Б деді, ырға тілін келмеді. Единственное, что я помню, это песня, наверное, Тамикен. Подход был больше такой, наверное, в нашей школе. Это больше как бы надо выучить, вызубрить и рассказать, и тут молодец, 5. Поэтому по казахскому языку у меня были 5. Я как бы зубрил, рассказывал. Но понимал ли я? Наверное, тогда нет. А Тамикен... Такого, что наизусть заученное, нету такого, чтобы на всю жизнь запомнил. Казахская, да, только вот в основном Батырхан Шукенова, вот она нам помню, и все. Со школьной программы классические, что все знают, это «Көзімнің қарасы», «Абай», «Желсіз түнде жарығай». Начало помню. Что, прям петь надо? Көзімнің қарасы, көңілімнің санасы, бітпейді іштегі ғашықтық жарасы. Қиыл жолдарда аман келеміз, асыл заман, саған сенеміз, жарқын өмір, жақсы күндер. Блин, в голове звучит песня, а так не очень. Арнап сәлем береміз по. Отырар Камалы, Мухтар Шаханов. Вы специально, выбирали такой прям трудный? Мотор, поехали.
Ух ты. Быстро пролетело. Я, кажется, не успела. Отырарын бабам сенің бас еттің, анам Утрам бабам сені қасиеттен, анам Отырарым бабам сенсің бас етін. Отырарым бабам сенсің бас етін. Анам... Отырарым бабам сенсін бас етін, анам сенсін терең сенің даңғын менің мәңгі мақтанышым, сенің қайғын менің күнде керен қасиетім. Утрам бабам сенің бас еттің, анам сенің терең. Анам сенсің терек. Сенің даңқын менің мәңгі мақтанышым, сенің қайғың менің керең қасіретім. Сенің даңқын менің мақтанышым. Менің мәңгі мақтанышым. Сенің қайғың менің керең қасіретім. Сенің даңқың менің мәңгі мақтанышым. Сенің қайғың менің терең қасіретің. Для меня стихи очень тяжело учились. Всегда я тратила вечер, ночь со слезами учили стихи с мамой. Сложно, но как-то мотивации какой-то нет. Обычно перед уроком прям на слух запоминаешь лучше, оказывается, чем так. Я всегда использую ассоциативный метод, так как мне, половина слов для меня не знакома, мне было сложно именно запомнить ассоциативно. В принципе, я думаю, можно, если практиковаться. Вообще минуты мало. Я думаю, где-то нужно минуты 3. Утрам бабам сенің бас еттің, анам сенің терең. Я старалась учить стихи, напевая их как песню, и мне так легче запоминалось. Отырарым бабам сенсің бас етін, анам сенсің терең бүкен қасиетін. Сенің даңқың мәңгі мақтанышым, сенің қайғың менің керең қасиетім. Года 3 назад я учил стих. Это я племешу помогал, и вместе с ним, получается, я его проверяю, и вместе с ним, выучил весь стих, там длинный. Сложность, наверное, в том, что ты не разговариваешь на этом языке. Все. Язык — это носитель культурного кода, или как-то ДНК, да, нации, поэтому живешь, допустим, в Казахстане, можно говорить, общаться на русском языке, как межнациональном, да, но казахский язык, мне кажется, тоже очень нужно знать. Да, дома. Дома только на казахском, с родителями, бабушками, дедушками, все на казахском. Но некоторые вещи на русском не расскажешь, что вот передается на казахском, оно только должно быть на казахском. Нужны эти проекты для того, чтобы все-таки мы вспомнили свою историю, свой язык, чтобы больше было таких проектов, чтобы больше мы разговаривали на казахском языке. Ну, самое банальное — это тосты надо уметь хотя бы на казахском сказать, поэтому чисто хотя бы из-за этого надо выучить казахский. Ну и для себя, с возрастом, надо сохранять культуру казахскую, казахский язык. Наши прадеды, они разговаривали на этом языке, они писали очень красивые стихи, они писали стихи о свободе, о маме, о родине. Да, я всем желаю, изучайте казахский язык через бытовое общение, через
эстраду, через песни, через литературу. Все, всем спасибо за внимание, кто видел, как я опозорился.